Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня и не только. Сегодня в программе. На Сухумской набережной немало туристов, которые наслаждаются теплыми осенними днями и ласковым морем. В Сухуме открылась фотовыставка «Голубые каски», посвященная 30-летию миротворческой операции в Абхазии. Международная конференция на тему формирования многополярного мира состоялась в информационном центре президента. Фотовыставка «Голубые каски», посвященная 30-летию миротворческой операции в Абхазии, открылась в Музее боевой славы имени Ардзинба. Экспозиция организована Союзом журналистов Абхазии. Выставку посетили вице-премьер Владимир Делба, министр иностранных дел Сергей Шамба, секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа, чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин, представители общественности. Смотрите репортаж Алики Трапш. Фотовыставка «Голубые каски» объединила 50 уникальных кадров из 14-летней службы российских миротворцев в Абхазии. Экспозиция организована Союзом журналистов. Авторами проекта являются журналист Руслан Хашик и фоторепортер Владимир Попов. И мы с сегодняшнего дня, с этой выставки, заявляем о большом проекте, о цифровизации всего видео, о цифровизации всего фото, о систематизации всего этого архива. При этом я еще со своей командой работаю над созданием фильма о миротворческой операции. И надеюсь, что вот к следующей дате, 31-й годовщине, мы успеем презентовать два больших фильма о миротворческой операции. Считаем, что это очень богатый архив, который должен работать ежедневно. Он должен работать в системе образования, он должен работать в средствах массовой информации. Официальная миротворческая миссия в Абхазии началась в 1994 году, а завершилась в 2008. За время миротворческой операции в зоне грузино-абхазского конфликта погибло 117 российских военнослужащих. Фоторепортер Владимир Попов запечатлел уникальные кадры миротворческой миссии по поддержанию мира в Абхазии. Я фотограф, простой фотограф. Я смотрю на лица, когда люди приходят к нам с добром, а эти люди пришли светлый взгляд, светлое такое доброе отношение. Не было такого, чтобы перевел порог, дорогу женщине и тут же заснял и во всех видах его даешь в интернет. И не было интернетом толком. Люди помогали на всех уровнях, от солдата до генерала. За период осуществления миротворческой миссии в Абхазии ее участниками стали до 70 тысяч военнослужащих из вооруженных сил Российской Федерации. Коллективные силы по поддержанию мира, которые формировались как коллективные силы стран СНГ, формировались исключительно за счет русских военнослужащих, за счет россиян. И уже упоминалось здесь, что 117 из них погибли, защищая свободу, независимость, суверенитет Абхазии, защищая мирных граждан. Для миротворцев это исключительный случай. Миротворцы в таком количестве не гибнут. Как только гибнут миротворцы, миротворческие войска выводят. Но россияне стояли до конца и отстояли, и выполнили полностью свой долг. Сложно переоценить миссию миротворцев, которые вели большую работу по воспрепятствованию вооруженного столкновения, разминированию, предоставлению помощи местному населению. Несомненно, миротворческая миссия сыграла важную роль в поддержании мира и стабильности. Миссия миротворческая тогда спасла наш народ от новой агрессии. Мы знаем, что и события, которые произошли в мае, это было 98-го года, когда новая попытка была провокационная совершена. И действия вот этих террористических диверсионных отрядов грузинских, которые нанесли много бед нашей стране и нашим гражданам, в том числе и миротворцам. Все это было бы гораздо в больших масштабах, конечно, если бы не было такой защиты у нас в лице миротворческих сил Российской Федерации. Вечная память всем павшим за нашу свободу и нашу безопасность. Миротворцы делали все от них зависящее. Пытались и старались быть объективны и беспристрастны в своей деятельности. Может быть, не всегда это получалось.
Кроме миротворческой миссии, вот те люди, которые были связаны, скажем, с тем регионом, который входила в 12-километровая полоса, зона безопасности, зона ограничения вооружения, миротворцы еще выполняли и другие функции. Они очищали территорию от не разорвавшихся снарядов, от мин и все остальное. Фотовыставка «Голубые каски», посвященная 30-летию миротворческой операции в Абхазии, является благотворительной и будет проходить до конца года в Абхазии и России. Альга Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 30 октября состоится заседание Кабинета министров Абхазии. Члены правительства рассмотрят 7 вопросов повестки дня, главный из которых – проект закона о республиканском бюджете на 2025 год. Также будут рассмотрены вопросы о внесении изменений в постановление Кабинета министров о введении в действие акцизных марок образца 2016 года на алкогольную продукцию и табачные изделия и о внесении изменений в закон Республики Абхазия о бюджете Фонда социального страхования и охраны труда на 2024 год. Международная конференция на тему «Роль цивилизационного подхода и гуманитарной инфраструктуры в формировании многополярного мира» состоялась в информационном центре президента. В работе конференции приняли участие Совет молодых ученых при президенте Абхазии, Совет молодых дипломатов при МИДе республики, Госкомитет по делам молодежи и спорту, а также делегация, прибывшая из Москвы, Центр консультирования некоммерческих неправительственных организаций «Дипломатия знаний». Все подробности в материале Рады Чачава. Делегация, прибывшая на Черноморский берег из столицы России, представила в рамках международной конференции инициативу «Умная цивилизация», которая реализуется с 2020 года и посвящена развитию горизонтальных связей НКО, университетов, инновационных компаний, стран СНГ и БРИКС. Как отметила советник президента Абхазии по науке, председатель Совета молодых ученых Милана Бжания, работа с российскими коллегами ведется уже длительное время. Мы с прошлого года плотно взаимодействуем с коллегами, принимаем участие в работе международного форума, который проходит на базе Российского государственного гуманитарного университета. И в этом году форум также был включен в официальный план председательства России в БРИКС. И данная площадка является также реализацией многочисленных молодежных инициатив, общественных инициатив, помогает различным некоммерческим организациям и ассоциациям получать гранты на совместную деятельность. Наши коллеги помогают нашим молодым специалистам принимать участие в работе международной деятельности, вовлекать нашу молодежь в различные проекты. Также в этом году мы подписали договор о сотрудничестве с коллегами, как Совет молодых ученых при президенте. Также идет плотное сотрудничество с нашим главным университетом, Абхазским государственным университетом. Милана Бжания также анонсировала запуск исследования, призванного изучить и осветить отношение молодежи Абхазии к главному стратегическому партнеру республики. В рамках конференции стороны обсудили возможности более плотного сотрудничества, сферы, в которых онное возможно реализовать, и конкретные проекты, планирующиеся к запуску. Далее директор Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ, руководитель проектного офиса АНО «Умная цивилизация» Кирилл Костин, поприветствовав собравшихся, представил инициативу «Умная цивилизация». Мы реализуем международную гуманитарную инициативу «Умная цивилизация», которая посвящена развитию именно гуманитарной инфраструктуры стран БРИКС, но и шире. Почему именно БРИКС? Потому что БРИКС мы видим как, наверное, такая концептуальная площадка для равноправного взаимодействия на принципах уважения, на принципах справедливости. В рамках инициативы существует у нас 3 направления. Первое – это научно-образовательное. В прошлом году у нас был курс дополнительного образования, который закончило 92 человека в РГГУ. Готовая есть магистратура, которая изначально задумана как сетевая и является тоже инструментом как раз развития горизонтальных связей. То есть ведем постоянные исследования. Наша именно специфика является участие общества и третьего некоммерческого сектора в остальных процессах, как По словам Кирилла Костина, в рамках проекта «Умная цивилизация» также есть медийное направление. Например, снимаются док-фильмы о работе НКО и НПО. Также реализовываются форматы интервью и, возможно, получение доп. Образования.
И третья часть – это проектная, которая включает в себя и проведение ежегодного футурологического форума. Более того, мы постоянно помогаем регистрировать некоммерческие организации, помогаем участвовать разным некоммерческим организациям в грантах. Далее руководитель Департамента международных отношений АНО «Умная цивилизация» Артур Богачев подробнее рассказал о реализуемых проектах. Первое, на чем бы я тоже хотел остановиться среди непосредственно проектов, это исследования. То есть, как Кирилл Олегович уже сказал, мы проводим исследования в области третьего сектора. И у нас уже выпущена достаточно такая объемная монография, в которой мы описываем, как работает третий сектор, как работают некоммерческие неправительственные организации в разных странах мира. Готовится к выходу вторая монография, которая больше будет посвящена работе третьего сектора в странах БРИКС. И в этом году у нас уже вышло 2 замечательных доклада: «Цивилизационный подход. История, теория и практика» и «Роль гуманитарной инфраструктуры в формировании многополярного мира». И гуманитарная инфраструктура это та платформа, это не просто канал коммуникации, это скорее та платформа, которая может послужить установлению, креплению сотрудничества разных цивилизаций в мире. В ходе встречи участники конференции рассказали о различных программах по выделению грантов, требованиям к проектам и его инициаторам, возможностях получения грантов и о многом другом. Рада Чачава, Рамо Камке, Абхазское телевидение. Делегация из Абхазии во главе с председателем ГТК Утаром Хеце принимает участие в ежегодном международном таможенном форуме, который проходит в Москве. Повестка форума включает в себя наиболее актуальные темы мировой торговли и таможенного регулирования, в том числе основные направления международного сотрудничества по линии борьбы с контрабандой наркотиков. Форум проходит с 29 по 31 октября. Посол Абхазии в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али и президент Национального союза студентов Сирии Дарин Сулейман обсудили сотрудничество и развитие студенческих, научных и академических отношений между Абхазией и Сирией. Мухаммад Али предложил создать отделение Национального союза студентов Сирии в Абхазии. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве между АГУ и Дамасским университетом, а также между министерствами просвещения двух стран. В управлении госавтоинспекции МВД Абхазии прошло отчетное совещание по итогам работы личного состава ГАИ за 9 месяцев текущего года. Подробности в материале пресс-службы ведомства. В управлении госавтоинспекции МВД Республики Абхазия прошло отчетное совещание по итогам работы личного состава ГАИ за 9 месяцев текущего года. В совещании принял участие заместитель министра внутренних дел, курирующий работу госавтоинспекции, полковник милиции Беслан Чкадуа. Весь этот период мы проводили ежедневно по городам и по районам рейдовые мероприятия на выявление водителей, которые садились за руль в алкогольном или в наркотическом опьянении, а также снижение на скоростной режим для наших водителей. Потому что 2 этих факта на сегодняшний день приводили к дорожно-транспортным происшествиям. За это хочу вам сказать спасибо. Как вы знаете, со дня моего назначения я перед собой лично и перед личным составом ставил задачу снизить аварийность на наших дорогах. Мы должны сохранить, насколько это возможно, жизнь наших граждан. Это наша функциональная обязанность. Также хочу обратиться к нашим начальникам ГАИ и привести статистику. Ранее по выявлениям, именно направленным на наркотическое или алкогольное опьянение, мы выявляли от 10 до 15 фактов водителей, которые нарушали по 119 статье. На сегодняшний день эта цифра составляет от 4 до 6 человек. В данном направлении мы будем проводить мероприятия в таком же режиме. Максимально мы должны снизить смертность на наших дорогах. Наш народ надеется на нас, и мы на этом останавливаться не будем. За отчетный период в республике зафиксировано 123 ДТП, в результате которых погибло 35 человек. Ранения получили 141. Наибольшее число ДТП совершаются в Гагарском и Гудаутском районах. За отчетный период там произошло 48 и 34 дорожно-транспортных происшествий соответственно. При этом сотрудники Гагарского отдела ГАИ выявили 9383 нарушения ПДД за 9 месяцев, а личный состав госавтоинспекции Гудауты выявил 3603 нарушения. В Гагарском районе
районе за 9 месяцев выявлено 293 нетрезвых водителя, в то время как в Гудаутском 154 человека отстранены от управления транспортом в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Такие показатели замминистра Беслан Чкадуа назвал неудовлетворительными. Количество у вас одинаковое, там 25-30 плюс-минус. А если взять на одного человека и взять его эффективность работы, 0,0. Согласен? Вы когда куда-то идете на совещание, готовьтесь, калькуляторы берите и считайте. А если твои 3603 нарушения, которые вы выявили в общем, у него хоть 9000 составленных в административных правонарушениях, у тебя 3600. У вас ни пьянок нету, и ни нарушений нету. И при этом самый аварийный район. И при этом у тебя людей достаточно, в принципе, 25 человек. У тебя по штату, наверное, 30. У тебя практически 85% укомплектованность. Вы пока будете исправлять, мы будем видеть вашу неудовлетворительную работу во многих случаях. А что по фотофиксации? Еще хуже. Самый худший пост у тебя. Чкадуа указал на необходимость усиления работы ГАИ в городе Сухом. Положительно охарактеризована динамика по улучшению работы сотрудников госавтоинспекции Очимчиры и Гала. За отчетный период выявлено и составлено 1934 административных протокола за управление транспортом в нетрезвом состоянии. 1571 человек лишен права управления автотранспортным средством. В суд по вышеуказанному нарушению направлено 378 материалов. Из них 136 человек подвергнуты административному аресту. В этой части работу ГАИ Чкадуа также назвал недостаточной. Суть изменений, которые были внесены там год назад в кодекс и по ужесточению именно вот этой санкции статьи, было, что первый раз человек лишается права управления транспортным средством со штрафом и лишением. А второй раз, даже если он трезвый, подвергается административному аресту на 5 суток, если трезвый, и на 15, если пьян. Скажу вам честно, я не вижу людей, которые осуждены на 5 суток или на 15. Их очень мало. При том, что общее количество лишенных сколько прав? Вот 1500 человек лишенных прав ездят, да? Вы представляете, какая армия людей? Мы что, их не видим по городу, по трассе, по районам? Где они все? Почему они не сидят? 136. Это 10%. Даже меньше. Остальные где? Остальных мы жалеем. Давайте вещи называть своими именами. Неотвратимость наказания, когда пропадает, тогда пропадает вообще страх его перед вами, когда он вас видит. Это все районы касается. У всех одна и та же проблема. Специальный взвод ГАИ выявил за 9 месяцев текущего года 6742 административных правонарушения. С учетом оснащения данного подразделения ГАИ, укомплектованности штата, а также материально-технической составляющей, результаты работы его обозначены как слабые. У вас есть машина, у вас есть бензин, у тебя есть люди, у вас есть зарплата. Да? Сколько получает в среднем твой сотрудник? 30 тысяч. От 30 и выше, правильно? Вы одеты лучше, чем все остальные. И условия у вас лучше, чем у всех остальных. Какой график работы у твоего сотрудника? С 9 до 40. Дима, у твоего сотрудника какой график? С 9 до... Ну, сутки он дежурит. Понимаешь разницу? Каждое утро, как и все руководители, мы получаем сводку. И мы видим, что такое 0 выявлений за сутки. И что такое 4 пьяных за сутки по всей стране. Когда вся страна в свадьбах, слава богу, есть такие мероприятия, и это хорошо, что люди празднуют это. Ну а вы где в это время все? Вы все районы. Кортежи проезжают от начала до конца зачастую. Нету района, где они не бывают, кроме восточной стороны. Вечером люди, 500 человек минимум свадьбы. Где эти выявления все? Где эти все нарушители? Если поначалу говорили, да, страшно было выпившим за руль садиться или в другом состоянии, сегодня уже не все так безоблачно, как вам думается. Вы можете не моим словам, но там на свою парковку посмотрите. Это все ваша работа. Поэтому вы не пыль в глаза бросайте, а делайте свою работу. Я считаю, что спецвзвод должен работать в разы эффективнее и качественнее, и руководители должны нести за это ответственность.
По итогам 11 месяцев работы замминистра в сопровождении руководства УГАИ проведет выездные отчетно-плановые совещания. В случае, если картина на местах останется прежней, полковник Беслан Чкадо не исключил возможность кадровых перестановок. У нас с вами одна задача – обеспечение безопасности на наших дорогах, сохранение жизни и здоровья всех участников дорожного движения, резюмировал он. Трое абхазских конкурсантов стали призерами национального чемпионата Обилимпикс в Москве, сообщает Апснепресс. Милана Ачба заняла 2-е место в компетенции фотография. Дамир Аристава занял 3-е место в компетенции электромонтаж. Адриан Узган занял 3-е место в компетенции робототехника направления IT-технологии. Валерия Джинджоли получила грамоту за волю к победе в компетенции флорист. С 26 по 29 октября в Москве проходил национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Обилимпикс. Сотрудниками первого отдела милиции УВД по городу Сухум выявлено 3 факта незаконного хранения наркотических средств. Возбуждены уголовные дела. Подробности в оперативной съемке МВД. Комплекс оперативно-профилактических мероприятий на подведомственной территории провели сотрудники первого отдела милиции УВД по городу Сухум, в результате чего выявлено 3 факта незаконного хранения наркотических средств. В отношении нарушителей закона возбуждены уголовные дела. Так, по улице 3-я Деповская сотрудниками милиции был остановлен автомобиль «Лексус» под управлением жителя столицы Джумутия Даура Раулевича, 1978 года рождения. В результате осмотра транспортного средства в подлокотнике обнаружен бумажный сверток. Гражданин Джумутия, что это? Граждане понятые, обратите внимание, в бумажном свертке содержится серо-зеленое вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Это принадлежит вам? Данный сверток с веществом изымается в белый бумажный конверт. Содержащееся в свертке вещество является наркотическим средством каннабис, что впоследствии установлено специалистами экспертно-криминалистического центра МВД Абхазии. Житель города Сухум Павленко Игорь Викторович, 1979 года рождения, в багажном отделении своего автомобиля Honda, а именно в коробке с инструментами, хранил черно-целлофановый пакет, в котором сотрудники уголовного розыска обнаружили наркотическое средство каннабис. На момент проведения оперативных мероприятий гражданин Павленко следовал на данном автомобиле. По улице Аргун был задержан также житель города Сухум Карпунин Виктор Николаевич, 1984 года рождения. При личном досмотре гражданин признался, что имеет при себе запрещенное средство. Обратите внимание, гражданин Карпунин говорит, что в правом кармане на синей куртке находится запрещенное вещество. Сотрудники милиции изъяли пакет с веществом растительного происхождения, как установлено экспертами, каннабис. Поясните, пожалуйста, что это такое? Вещество растительного происхождения. Да? Наркотиком является? По законодательству, скорее всего, да. Расследование уголовных дел, возбужденных в отношении вышеназванных граждан, проводит отдел дознания столичного УВД. Погода в октябре радует. В Абхазии продолжаются теплые солнечные дни. Дневная температура воздуха часто достигает 18 градусов. Очень комфортные температуры и морская вода 19 градусов. Бархатный сезон в разгаре. На Сухумской набережной немало туристов, которые наслаждаются теплыми осенними днями и ласковым морем. В этом убедилась Шазина Ханагуа. Календарное лето закончилось, а солнечные дни в Абхазии нет. Несмотря на то, что температура воздуха стала ниже на несколько градусов, многие все еще продолжают загорать на пляже, а смельчаки купаются в море. Бархатный сезон в Абхазии – это как второе лето, только с одним нюансом. С приходом осени природа становится еще более живописной. Деревья сменяют зелень на багрянец и золото, и местные пейзажи начинают играть новыми красками. Осень в республике – благоприятное время для долгих прогулок, поэтому неудивительно, что многие планируют отдых именно в это время. Как вам море? Хорошее. Я любитель прохладной водички. Хотя люблю и теплую. В январе летали на Кубу. Конечно, там теплее, но тут великолепно тоже.
Как вам бархатный сезон в Абхазии? Замечательно. Абхазию неспроста называют страной души. Это место со своей неповторимой атмосферой, которое нужно воспринимать не умом, а сердцем. Знаменитое абхазское гостеприимство, свежий морской воздух, мягкий климат, укрытые субтропической зеленью горы и бесконечные пляжи с удивительно прозрачной водой из года в год привлекают сюда все больше российских туристов. Пик курортного сезона на абхазском побережье приходится на самые жаркие месяцы – июль и август. Зато в сентябре в Абхазии начинается бархатный сезон, который может продлиться до первых чисел ноября. И лично его многие туристы считают лучшим для отдыха. Очень нравится, очень позитивно, все люди очень добрые, все прям такое вот душевное, все вот добрые, помогают, там делятся чем-то. Ну, прям вот очень интересно. Ты первый раз в Абхазии? Да, летом очень много туристов, а вот осенью как раз вот уже закончился период, и как вот почти никого нету, только местные, может, там немного тоже, которые приехали, так же, как и мы. Поэтому вот осенью решили. Приехала впервые, отдыхаю. Вот у меня родственники надумали меня привезти, предложили, вернее, но я нисколько не жалею. Я в восторге. Самый-самый красивый сезон. Да? Не зря. Я еще и вычитала, когда причем, в какое время самое хорошее уезжать. Оказывается, октябрь. И точно. Бархатный сезон. Бархатный сезон, октябрь. Еще хотелось попробовать искупаться, а это боимся. Бархатный сезон считается самым благоприятным временем для отдыха на Черном море. Несмотря на то, что на календаре осень, в курортных городах Абхазии тепло и уютно. А туристы спешат насладиться комфортной погодой и все еще ласковым морем, которое в это время года по-особенному чистое и теплое. Купаться в море очень приятно, так как теплая вода обволакивает словно бархат. Лучи солнца не обжигают, а словно ласкают кожу. Погода одаривает комфортным теплом. А главные блюда национальной кухни, безусловно, пришлись по вкусу. Как вам море? Отлично. Не холодное? Приятно, прохладное. Охлаждающее вообще прекрасно. Откуда вы приехали? Из Воронежа. В Абхазии первый раз? В Абхазии первый раз. Давно собирались, но вот только что собрались в этом году. А так просто планируем и никак. Довольна поездкой? Очень довольна. Все нравится. А вот эти лодочки ваши, это вообще, наверное, ваше фирменное блюдо. И мы его вот понравилось тоже нам очень. А рецепт просили, чтобы потом приготовить у себя в Воронеже? Думала. Да лучше ваших мандаринов-то и нет. Самый вкусный абхазский мандарин. Мы их у себя вот любим, ваши мандарины. Как идет сезон мандаринов. По-прежнему самыми посещаемыми местами в Абхазии остаются озеро Рица и Новый Афон, Пицунда, Гагра, Сухум, а также восточная часть республики. Основными факторами, которые влияют на увеличение турпотока в нашей стране, все еще остаются развитие инфраструктуры, сервиса и, самое главное, доброжелательное отношение к отдыхающим. Бархатный сезон пользуется спросом. Он пользуется у нас спросом каждый год, но в этом году отмечен особый рост. По сообщениям российских туроператоров и опросу ательеров Абхазии, в этом году сезон бархатный состоялся, и продажи выросли практически на 20-25%. Конечно, все зависит от объекта, от его месторасположения и от города, в котором расположен сам объект. Но, по словам наших гостей, все было отлично. И все остались довольны до сих пор, погода нас радует, и сезон бархатный еще продолжается. Многие туристы выбирают отдых в Абхазии именно в это время, потому что это не только приятно, но и выгодно. С наступлением осени цены на жилье начинают падать. Зачастую выбирают, конечно, города, где расположены объекты, которые функционируют круглый год. В первую очередь это город Гагра, город Сухум, также город Новый Афон. И даже новый объект в городе Ачимчира и в городе Гудаута, такие объекты, как Россия, Апсны и Черноморская жемчужина, попали в топ спроса отдыха в период сентября, октября и даже ноября. Бархатный сезон всегда активен. И это обеспечено как тем, что, во-первых, в бархатный сезон ниже цены, так как в августе у нас дороже цена, то с 15 сентября цены идут на спад, и поэтому это тоже является тем фактором, который стимулирует людей покупать путевки и приезжать в Абхазию. Также непосредственно у нас в это время идет большое количество, поспевает большое количество фруктов различных, и это проводятся праздники урожая. Поучаствовать, быть может, в различных событийных мероприятиях, таких как
например, на площади Лыхнашта проводится праздник урожая, потом у нас проводятся различные праздники, приуроченные к Дню Победы в нашей войне. В период марафона у нас было большое количество людей, которые приехали, правда, не на небольшой период времени, всего лишь там два, скажем, там дня, но это были молодые люди, спортсмены. Они также пополнили определенный номерной фонд страны. Абхазия – это волшебное место, где природа и история сливаются в яркий калейдоскоп впечатлений. Здесь есть все для незабываемого отдыха. Живописные горы, ласковые морские берега, чистый воздух. Бархатный сезон в Абхазии предлагает уникальные возможности для отдыха и новых открытий. Щезина Ханагуа, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. В среду 30 октября ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днем 13-18 градусов. Температура морской воды 19 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.